Один из самых видных мастеров пера Атырауской области Тасмукант Налиев. Он вложил немало труда в журналистику, также известен и своими произведениями в жанре прозы. Несмотря на свой короткий жизненный путь, его произведения успели завоевать признание читателей. Тасмукант Налиев родился в августе 1939 года в Атырауской области. После окончания средней школы имени Сталина в селе Зормата он поступил в Гурьевский педагогический институт, но вскоре вернулся в родное село. В течение некоторого времени работал в Волгинской сельской библиотеке. Затем трудился фотокорреспондентом в районной газете «Ленин-Жоле». Он с детства мечтал работать в газете. Его первые стихи, небольшие рассказы, новеллы, художественные очерки начали печататься в той газете, где он сам работал. Со временем его произведения начали публиковаться в республиканских газетах и журналах. По окончании факультета журналистики Тасмукант Налиев в конце 60-х годов был приглашен на работу в недавно открывшуюся в Балыкшинском районе газету «Каспитана». Занимал должности заведующего отделом, ответственного секретаря, заместителя главного редактора. В 1972 году перевелся в областную газету «Коммунисты Ембек». Работал старшим корреспондентом в отделе сельского хозяйства. Здесь он совершенствовал свое литературное мастерство. В 90-е годы открылось областное телевидение, и он работал там. Он хорошо знал про сельскую жизнь, его первые рассказы были посвящены жизни простых сельчан. До этих пор не затрагивались политические темы, полные внутренних противоречий касательно жизнедеятельности таких личностей, как Коноскерей, Токатай Курмаш, Амангали. Но Тасмукант Налиев написал прекрасный труд, не задевая честь людей с казахским воспитанием и не нарушая законов новой политики, которая противоречила национальным традициям. Это произведение было признано читателями, они с интересом читали его. В свое время первая повесть писателя вышла отдельной книгой в издательстве «Жалан». В целом, если говорить о нем как о писателе, то его такие произведения, выпущенные в разных издательствах, как «Алгашхы Ангме», «Бидай Уэнды Келиншек», «Махаббаттың көз жасы» и многие другие, не оставляют читателей равнодушными. В конце 70-х годов произошло затопление одного из островов в Каспийском море, и скотоводы приложили огромные усилия, чтобы вывести скот оттуда. Тасмукан Ага, будучи работником отдела сельского хозяйства, пробыл там в течение 10 дней и опубликовал большой материал. Далее вышла в свет его книга «Телегей», в которой рассказывалось о жизни комсомольской молодежи. Талантливый журналист рано ушел из жизни. Он умер в возрасте 55 лет в 1994 году. Долг потомков – собрать материалы, вышедшие из-под его пера, и выпустить их в свет, пропагандируя тем самым творчество яркой личности. Асламбек Шигыров, Жарылгаш Алгасов, телеканал Атырау.